Каждый день врачи борются за жизни людей. Первыми приходят на помощь, стоят на страже здоровья своих пациентов. Их часто называют ангелами в белых халатах или командой спасения. Так, в одном из самых высокогорных городов республики, угледобывающей столицы Якутии, жил и работал герой нашего выпуска. Мы расскажем вам о человеке, который стоял у истоков здравоохранения города Нерюнгри и всего Нерюнгринского района. О чудесном докторе, враче и профессионале с большой буквы, якутянине Викторе Константиновиче Поповиче. Сегодня он живет и работает в Москве, является президентом городской клинической больницы номер 17. Виктор Константинович Попович вообще это легендарная личность, надо сказать, в здравоохранении всей Якутии. Он с 1978 года работал сначала в Беркакитской узловой больнице в поселке Беркакит, и затем в 1998 году был назначен начальником управления здравоохранения города Нерюнгри. За плечами у него богатый опыт и клинический, и медицинский, и административный, и управленческий. То есть он в себе все эти качества сочетал в разумных таких пределах. И это помогало ему, конечно, в работе, и нам, молодым коллегам. Он стал именно у истоков развития здравоохранения нашего города и нашего всего Нерюнгринского района. Надо отдать должное его организаторским способностям, потому что его умение решать вопросы и подходы к решению вопросов, они были такие, знаете, очень высокого класса организаторские. Вы президент ГБУ, заслуженный врач России, доктор медицинских наук. Расскажите нам, пожалуйста, с чего начинался ваш профессиональный путь? В 1975 году я закончил Кишиневский государственный медицинский институт. И на распределение отправили на БАМ. БАМ только начал строиться. 15 человек. Вот я один из них, который попал в Якутию. Работал в Беркаките, сначала заведующим отделением, потом главным врачом. И в 1992 году меня назначили начальником управления здравоохранения города Нерюнгри. И вот с 1992 года по 2004 года я был начальником управления здравоохранения города Нерюнгри. Всю свою жизнь Виктор Константинович посвятил медицине и здравоохранению. Знакомство с Якутией у новоиспеченного 25-летнего специалиста началось с Беркакита. Когда распределение было, что вы знали на тот момент о Якутии? А что я знал? Знал по карте, что очень далеко, аж в конце там это, где начинается и где заканчивается СССР, и знал, что очень холодно. Больше ничего не знал. Поэтому было, конечно, как сказать, даже страшно, может быть. Ну, когда приехал, как раз в феврале месяц, 56 градусов. Представляете, как я после Молдавии, 56 градусов. Шел по улице, сказала, что течет кровь вот здесь по щеке. Так, ну, непривычно все это. Ну, а потом что? Освоился, и я считаю, что это моя вторая родина. Каким бы суровым тогда ни казался климат Якутии, воспоминания о республике сейчас самые теплые. С первого дня работы в железнодорожной больнице Беркакита жизнь закипела. Узловая поликлиника на 100 коек, медперсонал, который трудился 24/7, 32 железные дороги, которые входили в зону обслуживания больницы. Нагрузка колоссальная. При этом учреждение Беркакита трижды становилось лучшим на БАМе. Очень много строительных организаций находились в Беркаките, потому что строили в сторону Тамота и в сторону Тынды одновременно. Поэтому работы хватало. Вот я, несмотря, что там молодой контингент, но люди тоже болеют там. И работали от зари до зари. В Беркаките росла не только карьера Виктора Константиновича, но и семья. В маленьком якутском поселке свои первые шаги начали делать его дети. Я вижу у вас здесь фотографии, семейный архив. Вы с дочкой. Она родилась в 1979 году, а сын в 1983 году. Поэтому они местные, якутяне. И в паспорте Беркакит все написано. Шли годы. В 1992 году у Виктора Константиновича новый пост. Он стал первым в истории Якутии начальником управления здравоохранения города Нерюнгри. Время тогда было тяжелое. Финансовый кризис, застой, нехватка кадров, вспоминают Виктор Попович и его коллеги. С Виктором Константиновичем я работаю с 1998 года. Значит, я в то время работал заместителем главного врача по поликлинической работе в Чудновской городской больнице. Вот. Все было по-другому, по-новому.
значит, вся система здравоохранения переходила на страховые, значит, принципы, да. То есть было очень сложно. Виктор Константинович, он был первым начальником управления. Он, значит, так построил работу с лечебными учреждениями, значит, так построил финансовые, значит, механизмы, которые позволили в то время выжить здравоохранению в первую очередь. В свою очередь работал в Нерюнгри главным врачом Центральной районной больницы с 2012 по 2019 годы. 7 лет я отработал. И надо сказать, что я видел результаты деятельности Виктора Константиновича. Ему пришлось работать в такие вот 98-2004 годы, очень сложные времена же были. Это конец 90-х, начало нулевых годов, да, разруха, отсутствие финансирования, да. Но он умудрялся каким-то способом вот деньги выбивать, да, зарплаты платить. Вот его коллектив вот за это очень уважает. В 90-е годы остро стояла проблема нехватки лечебных учреждений. На тот момент в городе возводился новый больничный комплекс, но вопрос поликлиник, диспансеров оставался открытым. Именно тогда было принято кардинальное решение реорганизовать гостиницы и обустроить их под объекты здравоохранения. Там были очень хорошие гостиницы для американцев, для японцев и так далее. И мне удалось убедить главу города, чтобы нам передали эти гостиницы. Представляете, какие там были? Это были как, супер-отели. И вот мы там разместили кожвендиспансер, поликлинику профосмотров. А дальше Нерюнгри стал принимать новоиспеченных выпускников медицинских вузов. Сюда приезжали интерны из Хабаровска, Благовещенска и Читы. Многие из них до сих пор продолжают работать в Якутии. В больницах начали внедрять и новинки техники. Он инициировал приобретение компьютерного томографа, тогда, наверное, один из первых в республике, он был 1992 год. Он внедрял новые методы диагностики. Это и лаборатория ИФА-диагностики. Вот. Сегодня это, конечно, уже любая больница имеет такие лаборатории. В то время это было в диковинку, это было, в общем-то, в прорывном плане. Значит, появились в Нерюнгринском районе новые специалисты, пульмонолог, иммунолог. В 1994 году у нас появился аппарат, который дробит камни у больных мочекаменной болезни. Итотрипер, так называемый, тоже импортного производства. И он был единственный в то время во всей республике. Даже в городе Якутске, по-моему, не было аппарата. Мы впервые открыли дневной стационар в женской консультации. Нигде не было. Это мы первые были, передовики. Дневной стационар в детской поликлинике на 15 коек. Все это. Поликлинику профосмотров. Диспансеризацию. У нас же много предприятий тогда было там. Один Якуту имел где-то 15 тысяч работающих. Потом Нерюнгри-ГРЭС, там около 3. Станцию переливания крови открыли. Роддом свой, там это на 120 коек. Открыли в роддоме тоже впервые палата мать и дитя. Получается, вы там отработали до 2004 года? Да, я начал в 1992 году и до 2004 года. Потом переводом был направлен сюда на работу в Москву. Сейчас Виктор Константинович является президентом городской клинической больницы номер 17. 6 операционных, 2 хирургии, 18 отделений от терапии до ортопедии. Больница является клинической базой 8 кафедр ведущих медицинских вузов. В год здесь проводят около 15 тысяч операций и лечат более 30 тысяч пациентов. За годы работы в Москве Виктор Константинович трижды становился топ-менеджером среди всех лечебных заведений столицы. Почетный медицинский работник, награжден медалью за заслуги в отечественном здравоохранении Минздрава России. Кадров из Якутии к себе привлекаете? Да, у нас есть кадры из Якутии. Эндокринолог с Якутии, травматолог, 2 бухгалтера оттуда, экономист с Якутии, 2 кардиолога с Якутии, Салтана есть кардиолог, поэтому я земляков не забываю. Со дня переезда Виктора Константиновича в Москву прошло уже 17 лет, но он до сих пор с невероятной любовью и теплотой вспоминает Якутию, Беркакит, Нерюнгри и своих коллег. В этом году Виктор Попович вновь собирается навестить республику, ставшую ему второй родиной. Он организатор здравоохранения высшей марки. Он до тонкостей знает всю работу, постоянно дает дельные советы, что, где, как сделать. Можно к нему обратиться в любой момент, позвонить. Какой-то сложный вопрос, если возникает, он обязательно на него даст ответ. Виктор Константинович еще в свое время
Он был моим научным руководителем. Я с помощью его защитил свою кандидатскую диссертацию. Он помогал мне в этом, и я ему за это бесконечно благодарен. Он стал именно у истоков развития здравоохранения нашего города и нашего всего Нерюнгринского района. Я уверен, что шаг за шагом наше здравоохранение будет на самом высоком уровне. Это будет некий такой центр по оказанию, наверное, самой эффективной и высокотехнологичной медицинской помощи. Я проработал в Якутии 28 лет. Я прошел всю школу от рядового, вот я говорю, от заведующего отделением до начальника управления. Я там формировался как человек, там друзья были. Якутия, я считаю, что это моя вторая родина, прекрасный край, который, кто его знает и изучил, наверное, никогда не забудет. Так и я не забуду это Якутию родную никогда. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва.